прошлом месяце в столицу свою работу начал гемодиализный центр. Его открытие решило проблему доступности специализированной помощи для людей, страдающих почечной недостаточностью. О работе центра сегодня расскажет Александр Лысак. На входе сразу видно, что гемодиализный центр доступен для всех. Установлены несколько пандусов для колясочников, в том числе автоматический. Перед тем, как пройти лечение, посетитель должен сдать обувь, затем снять верхнюю одежду и пройти в специально оборудованную раздевалку. Здесь у каждого пациента есть своя пронумерованная кабинка. В каждой из них лежат наушники, теплый плед и сменная медицинская одежда. После пациента направляют в один из двух залов, где проходит процедура гемодиализа. Первый зал – это пациент проходит в зал для тех больных, которые инфицированы вирусными гепатитами С или Б. Так. И во второй зал – это зал для тех пациентов, которые свободны от вирусных гепатитов. Процедура лечения длится 4 часа. Аппараты гемодиализа выводят на экраны пульс и давление пациента, а также оставшееся время до конца процедуры. Чтобы люди не скучали, для них были оборудованы отдельные телевизоры. Посетители центра отмечают оснащенность учреждения и профессионализм персонала. Мне очень понравилось. Просторное помещение, есть раздевалка, созданы все условия. Прежде мы лечились в очень маленьких комнатах. Мужчины и женщины раньше вместе лечились. Ну, здесь нравится все новое. И аппараты все новые. Ну, ощущение нормальное все. Хорошо себя чувствую после диализа. Для каждой процедуры гемодиализа необходимо 120 литров чистой воды. Чтобы обеспечивать таким количеством жидкости, в центре установлена многоуровневая система очистки. Не стоит забывать и про медицинские отходы. В медучреждении работает новейшее оборудование по утилизации. Но самое главное – это аппараты гемодиализа. Их 34. За один день могут получить лечение методом гемодиализа 102 пациента. На сегодня мы обеспечиваем этим видом лечения 44 пациента. К осени этого года центр должен заработать на полную мощность, но уже можно смело сказать, что проблема дефицита помощи больным почечной недостаточностью в Якутии решена. Александр Лысак, Василий Слепцов, новости столицы.